Проблемы. У нас у всех они есть. У тебя, у меня, у Тейлор Свифт и у Тони Старка. Некоторые проблемы, как забыть сделать домашнее задание, для тебя могут казаться большим делом, но в сравнении с другими большими проблемами они не такие сложные. Какие большие проблемы? Проблемы, с которыми сталкиваются инженеры, например, как безопасно довести людей в маленьком транспорте из одной страны в другую, или как сделать экологичное здание в приморском городке, которое сможет выдержать ураган, или же отправить людей в космос и вернуть их назад. То домашнее задание больше не кажется такой большой проблемой, не так ли? Окей, для уяснения я не говорю, что ты не должен делать домашнее задание. Если ты не сделал, то это определенно будет проблемой, просто не такой большой, как изобретение космического корабля. Вот такие вещи делают инженеры. Инженеры– люди, которые хотят знать, как и почему вещи работают. Они не только разрабатывают и строят вещи, как машины, системы или структуры, чтобы помочь решить определенные проблемы. Все инженеры, неважно какого типа, следуют одинаковому ряду действий, когда пытаются решить проблему. Ты запомнишь эти шаги как инженерный процесс, и инженерный процесс – первый шаг в определении проблемы, когда инженер идентифицирует проблему, которую он или она надеется решить. Итак, время для нашего большого вопроса. Как инженер определяет проблему? Давайте придумаем не настоящую проблему, чтобы решить, и ты увидишь, чем это закончится. Притворись, что ты на одной стороне очень большого каньона, и тебе нужно перейти на другую сторону. Это проблема, которую тебе нужно решить, как пересечь этот большой каньон. Что-то вроде этого, но не точно. Мы бы сделали лучше, если бы я была инженером, и я оказалась на одной стороне этого огромного каньона. И как выявила бы проблему, я бы задавала вопросы, много вопросов, все возможные вопросы. Я должна пересечь этот большой каньон, но это ли моя настоящая проблема? Этот каньон огромный, и мне нужно перейти на другую сторону. Я знаю, я перейду через мост. Стоп, есть ли тут мост? Ах, да, тут нет моста. Окей, могу ли я спуститься вниз с одной стороны каньона и подняться по другой? Определенно нет. Слишком глубоко, плюс там еще текущая река, которую мне нужно выяснить, как перейти. Итак, я не могу перейти через мост, не могу спуститься вниз и подняться, еще я не могу переплыть. Что такого я могу сделать, что не требует моста, лазания и плавания? Я знаю, я должна найти способ перелететь каньон, и это моя проблема. И что более важно, моя решаемая проблема. Как мне перелететь этот огромный каньон? Потребовалось немного размышлений и очень много вопросов, но как перелететь этот огромный каньон является более легкой задачей, чем менее конкретная задача, как «я на одной стороне каньона, и меня нужно перевести на другую сторону, но я не знаю как», которая даже не вопрос, а просто жаловаться про проблему. Итак, определение проблемы в разрешимом способе– ключ к становлению хорошим инженером. Хорошо, этот первый шаг может показаться очень легким, но удостоверься, что ты отнесся к этому шагу как очень важному шагу, потому что этот шаг закладывает основу для всех шагов инженерного процесса, которому следует. Если ты не определил потенциально решаемую проблему изначально, ты можешь его вовсе не решить. Итак, когда инженер задает много вопросов для выяснения проблемы как можно конкретней, и что важно, что что-то можно решить. И как инженер Сабрина собирается найти способ перелететь каньон, ты решишь эту проблему, посмотрев наш следующий урок.